Ребята, начинаем наш урок. Давайте согреем друг друга своим теплом. А для этого возьмитесь за руки, передайте свое тепло друг другу. Передали? Стало тепло? Да. Теперь давайте, ваши руки это солнечные лучи. Давайте мы передадим это тепло друг другу. Ну-ка. Солнышко, солнышко, мы твои лучи, быть твоей научи, ты нас научи. Получили тепло? Да. Получили. Хорошо, сели. Так, итак, наш урок литературного чтения. У вас на странице 48, это первое задание, у вас там дается буквы. Посмотрите все внимательно на эти буквы. Так, посмотрели? Да. Так. Теперь вот из этих букв нужно составить слова. Составить слова. Думаем, на буквы смотрим, на буквы и думаем, какие же слова можно составить. Так, Жансу, какое слово? Хорошо. Так, хорошо И плохо. плохо. У тебя? Тоже? Хорошо и плохо. Хорошо. Так, итак, сегодня мы будем говорить именно об этих словах. Когда бывает хорошо и когда бывает плохо. Теперь давайте разберем, когда бывает хорошо. Руки поднимаем, руки, когда бывает хорошо? Теплое, хорошо. Когда бывает хорошо? Когда делаешь хорошее дело. Хорошее дело, так. Гулим, когда бывает хорошо? Когда мама рядом. Когда мама рядом, да? Хаузар, когда бывает хорошо? Когда помогаешь маме, бабушке в доме. В доме, да? Хорошо. Так, Даулет, когда бывает хорошо? Когда уступаешь старшим листам. Хорошо. Так, а когда бывает плохо? Когда бывает плохо? Ая, когда бывает плохо? Если мама заболеет, тогда плохо. Когда плохо, да? Мы хотим, чтобы мама никогда не болела. Когда бывает плохо еще? Когда бывает плохо, Даулет? Когда ты ругаешь на маму. Не ругаешь на маму? А, что? Обижаешь ее, да? Так. Когда ты не слушаешься старших. Когда не слушаешься старших, да? Если обижаешь маму, это плохо. Когда обижаешь маму, это плохо. Хорошо. Так, ребята, итак, мы только что разобрали, что такое хорошо и что такое плохо. Так, тема сегодняшнего урока у нас, ребята. Так. Я покажу вам мультик сейчас. Так, посмотрите. Так, внимательно смотрим. Владимир Маяковский. Что такое хорошо и что такое плохо? Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо? У меня секретов нет. Слушайте, детишки, папы этого ответ помещаем в книжки. Если ветер крышу рвет, если град за грохом, каждый знает, это вот для прогулок плохо. Дождь покапал и прошел, солнце в целом свете, это очень хорошо и большим, и детям. Если сын чернее ночи, грязь лежит на рожице, ясно, это плохо очень для ребячей кожицы. Если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает хорошо. Если бьет дряной драчун слабого мальчишку, я такого не хочу даже вставить в книжку. Этот вот кричит не трожь тех, кто меньше ростом. Этот мальчик так хорош, загляденье просто. Если ты порвал подряд книжицу и мячик, октябрята говорят, плоховатый мальчик. Если мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик, про такого пишут тут, он хороший мальчик. От воронника арбуз убежал за ухом, мальчик этот просто трус, это очень плохо. Этот вот и сам свершок спорит с грустной птицей. Храбрый мальчик хорошо, в жизни пригодится. Этот в грязь полез и рад, что близна рубаха.
хорошо, и не будет плохо. Так, посмотрели, ребята? Да. Так, посмотрели. Теперь давайте посмотрим, кто же это стихотворение у нас написал. Так. Это автор этого стихотворения Владимир Маяковский. Его стихотворение называется «Что такое хорошо и Что такое плохо? Так, теперь посмотрите все на его портрет. Так. Родился он в 1893 году и умер в 1930 году. Это знаменитый в то время советский поэт 20 века. Художником он был, драматургом. И кроме того, он, оказывается, был хорошим актером, режиссером и сценаристом. Вот какие у него были способности, какой это был человек. Так, понравился мультфильм? Да. Понравился, да? Увидели, что такое хорошо и что такое плохо? Да. Так, молодцы, ребята. Так, следующее теперь задание будет, ребята, такое. Я вам сейчас дам группу заданий. Эти задания вы должны разобрать и выполнить. Так. Это задание вам. Так. И задание. Так, каждая группа получает свое задание. Читаете вместе эту ситуацию, вместе работаем. Прочитайте ее, вместе работаем. Вместе работаем. Плюм. Плюм. Вместе работаем. Вместе работаем. Так, читайте, прочитайте сначала. Икар, подойди сюда. Сюда подойдите. Загар, сюда подошли. Так, вместе. Так, можете встать сюда подойти. Или вам видно. Читайте. Читайте, вместе читайте. Разбирайте. Так, вместе разбирайте. Ребята, только что я вам дала задание, теперь хочу послушать, как ваша группа решила эту ситуацию. Так, ситуация. Представьте, что на улице вы нашли кошелек. Как вы поступите в этом случае? Мы посмотрим документы и найдем его хозяина. А как вы найдете хозяина? Как найдешь хозяина? Мы дадим его полиции. Так, а в полиции как его? Полиция посмотрит документы и найдет хозяина этого кошелька. Значит, чужой кошелек вы будете брать его? Нет, нельзя, да, брать чужой кошелек. Так, хорошо. Так, следующая у нас группа. Так, у вас соберите пословицы. Так, я вижу, вы собрали. Так, теперь, Гильдар, объясни. Так, прочитай и объясни одну из этих пословиц. Какую? Ложь дружбу рубит. Губит. Что означает это? Ложь дружбу губит. Если два друга врет, Так, говорят неправду, да, всегда? да, То у них что? тогда них Не будет дружбы. настоящей дружбы. Дружбы. Так, Каушар, ты? Кто вчера создал, тому и завтра не поверит. Как ты это можешь объяснить? Кто вчера не сказал правду, Сказал неправду, сказал неправду, тому и завтра не поверит. тому и завтра не. Значит, каждый раз вы должны что? Говорить Правда. правду, да? Хорошо. Так, у вас ситуация. Представьте, что ваш лучший друг кого-то обманул, вы знаете об этом. Что вы будете делать? А я вам что-то буду делать. Что это плохо. А почему плохо? Потому что мы скажем другу никогда не брать
никогда не обманывает. Не обманывает, а всегда? А всегда говорит правду. Молодцы, хорошо. Хорошо. То есть ваши ответы, так, хорошо ответили, ребята, молодцы. Так, выполнили все задания. Поняли, да, когда бывает хорошо, когда бывает плохо, да? Так. И я хочу сейчас... Итак, вот в первой ситуации, насчет кошелька, да, посмотрите. Значит, честный, порядочный человек никогда не берет чужого, да? Я думаю, что вы в вашей жизни никогда не будете делать плохие дела, а будете именно честным и порядочным человеком. И ваша группа, только что вы говорили ситуацию, да, о своем друге, когда он говорит неправду. И честный, порядочный человек никогда не боится сказать правду. Потому что я думаю, что честные, порядочные люди, они всегда на виду, о них знаете, какие это люди. И я думаю, что в вашей жизни будут только именно хорошие поступки и благие дела. Так, вот на доске я хочу вас еще раз закрепить для вас, что такое вообще честность. Честность – это искренность, добросовестность, это безупречность. Честность подразумевает в отношениях с другими людьми прямоту и правдивость. То есть вы должны прямо и говорить правду в глаза. Надежность в исполнении своих обещаний. Если вы кому-то обещали что-то, вы должны это сделать, да? Отрицание обмана и воровства. То есть нельзя обманывать, нельзя воровать, то есть брать чужое. И честное поведение, то есть вы никогда не должны показывать свои плохие поступки, а именно правильное поведение, честное поведение. Так, и порядочность. А оказывается, честность и порядочность, ребята, это близнецы, братья. Порядочность – это строгое соблюдение человеком всегда и во всем установленных в обществе норм поведения. Порядочность – это неспособность человека к плохим поступкам. Надеюсь, в жизни у вас это будет. Итак, в завершении нашего урока, ребята, я сейчас вам подведем итог. Вот в нашем классе выросло дерево, и это дерево распускает цветы. А цветы у вас на руках. Теперь, на этом уроке мы говорили, что такое хорошо, что такое плохо. Говорили, какие бывают честные и порядочные люди. Я думаю, вы в жизни будете поступать только хорошо, будете честными и порядочными. А вот в вашей жизни, если у вас все было хорошо до этого времени, вы можете приклеить красный цветок. А вдруг, может быть, у вас когда-то было плохо, то есть вы совершали какие-то плохие поступки, но вы надеетесь, что вы будете поступать хорошо, вы можете приклеить желтый цветочек. И будет итогом это нашей работы. Пожалуйста, можете подойти к этому дереву и приклеить свои цветочки. И мы посмотрим, какое же у нас будет дерево. Пожалуйста, подходите сюда. А я вот красный. Я смотрю, друзья.